Здравствуйте, уважаемые друзья, с Новым годом! И у нас в студии передачи «Акцент» я Николай Борисов и заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Валерий Алексеев. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Алексеев Валерий Валерьевич, заместитель главного врача по лечебной работе Якутского республиканского наркологического диспансера. Окончил медицинский институт ЦВФУ в 2012 году по специальности педиатрия. Продолжил обучение на интернатуре по направлению психиатрия. В 2015 году получил специальность нарколог. Что у нас происходит с наркологической ситуацией в Новый год? У каждой семьи посиделки с родственниками сидят, и всегда на каждом столе присутствует алкоголь. Как я нарколог скажу, да, алкоголь, если в семье есть, если в семье употребляет алкоголь, в каждой семье есть ребенок, он все видит, этот алкоголь, почему и он скажет, почему и мне не употреблять алкоголь? Потому что ребенок это в семье. Прежде всего он берет пример со взрослых, то есть с родителей. Хотелось бы просто узнать какие-то, может, статистические данные. Вот, например, идет ноябрь и декабрь, а потом Новый год. И что вот именно в этом плане, насколько вырастают? Они, скорее всего, вырастают, белые горячки, какие-то такие вещи. После новогодних праздников до 5 числа тишина, потом после 5 числа завал идет. Завал именно с абстинентным состоянием, психозники, то есть алкогольные горячки, белые горячки идут. И люди, независимо от пола и возраста, это худшие моменты нашей работы. И независимо от новогодних праздников, вот после 8 марта, середины марта женщины идут. Потом у нас 23 февраля, СЦХ, майские праздники, потом у нас сезон охоты идет, потом опять тишина во время лета, да, потом опять сентябрьские. Но все-таки новогодние праздники, они касаются всех, и, скорее всего, у вас самый сложный период работы. Да, сложный период всегда есть у нас, всегда периодами, этапами идет, да, и потому что у нас климатические условия определенные, зима, на улице зима, а алкоголь это психическое расстройство. После употребления у человека психическое расстройство, нарушается обмен веществ, и центральная нервная система затормозится, может человек упасть на улице смертельные исходы бывают, и обморожения очень много, и человек в состоянии белой горячки может на улице выбежать и замерзнуть насмерть. В таком случае, как стоит, может быть, избегать, как стоит, вот оно, Новый год, выпил ты, да, бывает. Что делать дальше? Да, не секрет. Многие употребляют, сколько у нас ресторанов, да, сами все видим. Что можно сказать? Не пейте, дети, не пейте, люди, не пейте. Это я вижу, как лечащий врач, как практикующий врач, я вижу те состояния, которые не самые лучшие. И, скорее всего, самые худшие те состояния, у которых человека бывают, да. И молодые люди в состоянии абстиненции с психозными поступают к нам. И приводят родственники, и матери, и отцы, и слезы родителей, которые переводят своего ребенка, да, который в состоянии алкогольного опьянения или психоза. Это не очень хороший момент. Раз уж это случилось, что следует предпринимать? Что следует предпринимать, да. Самое главное, он должен знать свою меру. Знать свою меру, если он так уж употребил, да. И почему он употребляет? Это алкоголизм, это зависимость, психическая зависимость, физическая зависимость. Если он даже не может употреблять, контролировать свое употребление, то он должен остановиться и вообще не употреблять. Если есть какие-то проблемы, добро пожаловать к нам. У нас и есть профилактические, можем мероприятия провести с ними, побеседовать, психолога пригласить, психотерапевта пригласить. То есть с любого похмелья можно обращаться в наркологический диспансер? Конечно, конечно. Но если не хочется, что делать? Пить рассол, чай, что может помочь? Многие предпочитают похмеляться. Вот, если человек уже похмеляется, это уже синдром. Это же синдром зависимости. И психической, физической зависимости человек тоже употребляет алкоголь для улучшения своего состояния. Если улучшает свое состояние, это может это похмелье затянуться на запой, вплоть до 3-й степени стадии алкоголизма, то есть психоза, до алкогольного делирия. А что надо сделать, да, прежде всего, если вот так уж человек употребил?
остановиться, не похмеляться, воздержаться от алкоголя, да, побыть больше на свежем воздухе, активный образ жизни, больше ходить, больше питья, больше витаминов. И главное, не похмеляться, не воздержаться. Обязательно воздержаться. Если человек уже не может воздержаться от похмелья, то уже, как сказал, синдром зависимости. Уже есть заболевание, есть уже проблемы. Это к этому уже надо обращаться, к нам, специалистам. А что такое похмелье вообще и как оно может дойти до психоза? Похмелье, да, это, физиологические процессы после пагубного употребления алкоголя, там уже отравление идет. Это похмелье, это отравление, можно сказать, обычными словами. Алкоголь, это этанол, это отравляющее вещество, спирт содержащий, да, и биомеханические процессы происходят, физиологические процессы, поэтому она с нашим организмом не идет, не совпадает. Говорят, что алкоголь выветривается за неделю. Правда ли это? Нет, алкоголь не выветривается, а выводится из организма в течение 2-3 недель. 2-3 недель? Да, потому что алкоголь это жирорастворимый, и она находится в печени, в центральной нервной системе. После употребления у человека из-за этого нарушается питание, аппетит, пищеварение нарушается, мыслительные процессы, то есть нарушается память, забывчивость, раздражительность. То есть можно сказать, что после новогодних праздников у нас весь январь происходит в состоянии перманентного похмелья, получается. Да. Страшно звучит на самом деле. Страшно, конечно, это очень большая проблема. И в плане того, что у нас на нас смотрят дети, на вас смотрят дети, да? Это, конечно, обязательно надо учитывать это. При детях, если вы так уж употребляете, при детях нельзя употреблять, потому что после дети у вас вырастут, тоже на самое начнется с ними. И не факт в том, что они будут как-то в каком-то количестве употреблять, да, нормы знать, а может быть это синдром зависимости перевестись. Спасибо, Валерий Валерьевич. Подавайте хороший пример. С Новым годом, друзья. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов.